Всем привет, всем салам алейкум, рад вас всех приветствовать на канале Демиржан Про Такси, где я рассказываю все о работе в сфере такси. И сегодня, ребят, замечательный выпуск, сегодня у нас влог, межгород, ребят, после обеда выезжаю в город Павлодар, сейчас нахожусь в городе Семей, 3 заказа я выполнил по Яндексу, сейчас хочу еще 17 заказов, наверное, до обеда добить. Здесь очень быстро заказы выполняют, здесь в час 5 заказов можно выполнить, и поэтому здесь такая сетка бонусов, наверное, за 55 заказов 9 тысяч бонусов. И Яндекс здесь очень давно, и все люди пользуются чисто только Яндексом. Наверное, будем искать квартиру в Павлодаре, сейчас заранее найдем, дадим объявление в Индрайвер, то что выезжаем. По ссылке, наверное, не будем собирать. С Ускамана до Семея приехал за 4000 тенге, с человека взял, 3 взял, 4 не стал брать, 2 назад, 1 впереди. Вот, и они без багажа были, вообще прекрасно. Вот, за 4000 тенге я приехал, 12 тысяч тенге в общем. 4000 тенге ушло на бензин, на 200 км, ребят. Вот, сейчас до Павлодара около 300 км. И здесь я посмотрел цены по 6 тысяч тенге. Сейчас троих возьмем по 6 тысяч тенге, это будет 18 тысяч тенге. Ну и бензин примерно, я думаю, 5 тысяч, 5-6 тысяч бензин. Ну и где-то десятка в кармане, как раз и на квартиру. Вот, приедем сразу за 2 суток, заплачу за квартиру. И будем работать в Павлодаре, посмотрим. Семский я отработал, так что есть вот здесь вот подсказка поставлю. Посмотрите в Семске, сколько времени потребовалось, сколько заказов выполнил, сколько километража намотал и сколько же я заработал чистыми. Все это есть на канале, так что можете перейти посмотреть. Ну а сегодня влог. Ребят, обнулю километраж, вот 0. Так, перед выездом в Павлодар тоже обнулим, и время, и все так. Вот это обнуляем для того, чтобы, ну, не знаю, в Яндексе поработать, сколько успеем, столько успеем, короче. Не буду загадывать, 17 поездок, как я вначале сказал, 19:02 время. Твою мою. Из-за кондера простудился. Так. Первый заказ 2,2 километра подача у нас. Едем на улицу Аэропортовская. Принимаю по зеленке, ребят. Подача 2,2, поездка 9,3 километра. Капец, Яндекс дает. 11:38, загорелся бензин, еду на заправку, выполнил 12 заказов Яндекс Такси и думаю, на этом хватит. Прям лютая жара, прям невыносимо. Вообще капец. Сейчас загорелся бензин, еду на АЗС. Здесь, оказывается, рядом базар. Я думаю, лучше на АЗС съезжу сейчас, заправлю машину, полный бак. На базар зайду, то, что нужно, куплю. Ну и, в принципе, подадим заявку, Индрайвер, и будем ждать клиентов. А пока будем ждать клиентов, будем обзванивать, наверное, гостиницы, квартиры в Павлодаре, чтобы забронировать, забить. Сразу, как пассажиров с Индрайвера развезу и заехать, отдыхать сразу. Посмотрим, что с этого выйдет. Вот так вот, за 12 заказов, ребят, заработал 12 тысяч, ой, 12 тысяч говорю, 12 заказов, 9 тысяч, 0,79 тенге, ребят. Сейчас, как раз красный свет загорелся. Ой, камеру уронил. Так, вот красный свет загорелся на перекрестке, еду на АЗС. Вот, ребят, 12 заказов, 9 тысяч, 79 тенге, ребят. Намотал 55 километров на данный момент, вот, если видно. Вот такие вот делишки, ребят, время 11:39. Едем, хотел сказать, едем, работаем по привычке. Едем заправляться, потом на базарчик пойдем. Ну, посмотрим, как время будет. Все-таки влог. Ехал я, короче, на заправку, ребят, Казахойл. Вот так вот. Думаю, что время тратить. Давайте сейчас подадим заявку на Индрайвер. Будут звонить люди по набору. Давайте. Так. Где наш зеленое чудо? Индрайв. Очередь. Успею, наверное, сейчас подать заявку. Так, смотрите. Я вот не смогу взять. Добавьте объявление, будет писать. Да, вот. Добавить объявление. Семей Павлодар, цена за место 6000, напишу. Напишу. Беру только 3 назад 2 и вперед 1. Выезд сегодня по набору без детей. Дата отправления сегодня 15:00. Видно-то хоть и мы.
Вот такой вот комментарий написал. Беру только троих, назад двое и вперед один. Выезд сегодня по набору, без детей. Отправить. Ваш баланс 20, надо 46 монет. Мой кабинет. Нужно теперь пополнить, елки-палки. Так, с баланса номера телефона можно, кстати. Тут еще, короче, очередь подошла. Да и это, там, короче, нужно пополнить. Ну, сейчас заправлюсь, пополню, выставлю это объявление. Я когда в Ускомане выставил, сразу набрал двоих, то есть пару с одного адреса и одного человека с одного адреса. И время было у меня 3 часа, я по городу, чем посылки собирать, по городу, короче, таксовал. Потому что посылки просили, короче, сейчас я отвлекаюсь. Посылки просили с адреса на адрес, и 1000 тенге предлагали. Ну, максимум 1500 с адреса на адрес. Я думаю, ну нафиг по городу в Ускомане посылки собирать с адреса на адрес, а потом их в Семске развозить. Я лучше вот эти 3-4 часа там в Яндексе потаксовал, 7 тысяч заработал и уехал в семье, забрал этих людей и уехал. Вот, и сейчас также, наверное, посылки будут. Посмотрим, какие посылки будут. Сейчас с людьми договориться нужно. Это у меня вот во второй раз только межгород. Первый межгород вот с Ускомана до семьи я доехал. Вот так-то. То есть полный бак, 4-я колонка. Картой и это, бонус есть. Ребят, короче, заправился. И знаете, что я обнаружил? Короче, смотрите, в приложении V-Life, где я вот бонусы накапливаю, у меня уже статус Platinum. Прикиньте, после Platinum еще какой-то есть статус там, бриллиант что ли, или как там, что-то такое. И я здесь заметил, вот платежи, ребят, вот есть платежи, и здесь есть вот InDrive, то есть я свои бонусы могу в InDrive закачать, Апару, Казавтожол, на мобильный баланс могу себе закинуть, прикиньте, колеса Кизет могу пополнить, и Унай я сервис не знаю, честно. Так, прикиньте, вот InDrive могу пополнить, у меня сейчас... Так, банковской картой. А почему я не могу выбрать? А, вот, использовать, вот написано, ребят, использовать бонусы. 783 тенге у меня есть. Вот. Так, номер счета нужно посмотреть. Так, давайте номер счета посмотрим. Назад. Вот, 59, 73, 53, 68. 59, 59, 73, 53, 68. 59, 73, 53, 68. Хотя баланс 417 тенге есть, ребят. Получается, сколько будет стоить объявление подать в межгород? Оказывается, там монеты. Сколько? Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Все, оплатить. Оплатить. Почему не нажимается оплатить? А, вот здесь надо галочку нажать. Так, в чем проблема? А, сумму нужно указать, забыл. Так, 783 тенге. Оплатить баллами, вот оплата. Подтвердить. СМС-код должен прийти. Так, он мне сюда приходит. А нет. 8, вот сюда пришел. 88. Все, платеж принят. Добавить в избранные. Все, еще будем вот так пополнять, короче, ребят. И что у нас получится теперь? Так, получается сейчас закрыть. Да. Ну-ка, блин. Пополнен, да, вот вышел пополнен. С вашего счета будет списано 46 монет. Ваш баланс 60 монет. Закрыть. Оплатить. Да, короче, оплатили, все, заявку подали. Мое, это опубликовано, повода 6 тысяч, беру только троих, назад двое, вперед один, выезд сегодня по набору без детей, окей. Так, Павлодар 4000, 2000, Павлодар 5000 висит заказик. Павлодар Ашимбетова 1/5, 20:00, 6000 висит. Ну, короче, будут звонить, ребят, мне. Если что, не будут звонить, будем звонить. Так, будем искать потом, если будут мне не звонить. Сейчас пока свои дела сделаю. Вот такая в ленте, вот такой вот в ленте висит, Омирбек 6000 тенге предлагает. Давайте ему позвоним. Один человек.
мотокурьер в семье. Трубку не берет, видимо, уехал. Всегда бывает такое. Капец, пробки, мест нету, и солнце жарит. Вот нашел место в тенечке, здесь припарковался. Все, 500 метров пешком пройдусь до базара. А вот кто-то мне и звонит, ребят. Алло? Да-да. Я еду сегодня в Павлодар, да. А вы сколько? По набору. У нас тут 2 человека есть. 2 человека, ну сейчас одного быстро можно найти. Ага, почем? По 6 тысяч. Ага, хорошо, ты можешь себя забрать? Да, вы на каком адресе? Мы из Стамбула. Как? Стамбул. Ну, напротив Меда. А вы можете мне вот на этом номере WhatsApp есть написать мне, скинуть геолокацию по Тугису? Я просто не местный. Хорошо. Ну, вы точно сюда поедете, правильно? Да, точно поеду. Сейчас там висел один заказ, один человек. Сейчас до него дозвонюсь и все, и можем выезжать. Хорошо. В течение часа. Ну, я вам еще предварительно буду звонить, его на WhatsApp писать. Хорошо. Все, хорошо, договорились тогда. Я вот только одного сейчас ищу. Все, спасибо. Вы тогда вдвоем назад сядете и вперед кого-нибудь посажу я, да? Хорошо, да? Давайте. Все хорошо. Напишите на WhatsApp обязательно. Напишу. Вот так вот. Уже нашли людей. Павлодар. Так, 16:00. 4000. Ладно, сейчас чуть позже поищем. Я как понял, почему я в Ускомане так быстро-быстро нашел людей. Ну, сам звонил, искал, короче. И они, короче, сказали, что один в 4 хочет выехать. Ну, пара. А другие... А вот кто-то еще мне звонит, что ли? А, это смс-ка пошла. А другая пара, короче, в 4 собирается, им в 7 на свадьбу надо. Один в 5 только, 4 с работы уходит, в 5 его с дома нужно было забрать. А я это уже договорился так ближе к часу, то есть в обед. Вот это время думал посылки поискать. И этот, короче, как вам говорил, я до этого вам говорил, я этот начал таксовать на Яндексе. Работать, там 7 заказов сделал. И пока я работал, мне, 100 миллионов людей позвонило. Вы с семьей выезжаете, нас двое, нас трое. Прямо сейчас готовы уехать. Я так понял, вот заявку, если в Виндрайв подать, можно подождать и смело. Вот. Почему, кто именно на постоянной основе работает в Виндрайвере, я думаю, то, что из-за того, что им вот это вот невыгодно. Я сейчас всего лишь за 18 тысяч поеду, а им невыгодно, им побольше сумму надо набрать. Они там посылки собирают, у них там своя команда, свои группы. Они как минимум, там, чтобы заработать прилично, как его, набирают вот так вот людей, полный салон там посылками и вот так вот двигаются, зарабатывают. А вот как если вот попутно забирать людей, вот так вот можно выставить и спокойно уехать, то есть заранее все запланировать. Вот так вот, короче, вот приехал на базар. Иду, то есть, на базар. Сейчас там канцелярский хотел детям взять подарки, детям взять домой. Именно с Семска. Вот. Ну и в Павлодаре что-нибудь куплю. А сейчас здесь вот список у меня есть, канцелярский надо взять. И какие-нибудь сувениры, игрушки. Потом и в Павлодаре обязательно куплю. Вот так вот. Вот такой вот влог, ребята. Извиняюсь, что не получается достопримечательности снять, семей показать. Но в Инстаграме есть, там мост я снимал. Мост, здесь много мест, по идее. Парк Победы было, я проезжал, там танк стоял, красивое место. По центру, короче, когда ездил, там чем-то мне Алмату напоминало именно один квартал такой, прям в центре вроде бы семей. И этот... Вот так, короче, сейчас, ребят, штаны сползают. Ремень не одел, джинсы сползают, туда сотки положу, тяжелый в кармане. У мороженого кукурузу сейчас поедим. Где там кукуруза есть. Вот так вот. Так, мне список. Блогер? Да. Да, вы снимаете сейчас? Ну так, этот. Влог сегодня семейный. Да? А дайте свою страничку. У меня про такси. Так. Лежат все. Алло. Ассаламу алейкум. Да. Один человек остался нам, все, и поедем.
У вас сколько? Как? Все, 6 тысяч тенге, переднее место свободно. Все, сейчас из Стамбула двоих забираю и за вами. Вы мне сейчас на WhatsApp скиньте. Да, геоданные скиньте. Все, сейчас я здесь на базаре кое-что куплю и поедем. Ага, ага. Блин, как удачно все. Так. Панель. Ой, пенал. Панель. Для женский и мужской. Это для мальчика пенал. Мальчика, вот. Здесь что вы видите? Здесь. Человек-паук есть, да? Человек-паук. Вот. Нет. Человек-паук же. Да, это Человек-паук. Давайте его. Давайте. Время 12:57. Так быстро я не ожидал. Сами, наверное, видели. Видос записался, наверное, когда мне позвонили. Когда я стоял, канцелярские товары покупал, короче, позвонил парень, сказал, что он один и готов прямо сейчас выехать. И те девчонки, с которыми я договорился, они тоже готовы. Вот, я уже к девчонкам подъезжаю, с базара 4 минуты навигатор показал, я к ним так быстро уже подъехал. Сейчас за этим парнем поедем, и все, ребят. И сегодня я выезжаю. И уже через полчаса, наверное, ну, смотря как адрес вот этого парня он мне скинул, я его еще в Тугис не набрал. Ну, тоже, наверное, здесь недалеко. Короче, вот к девчонкам поедем. Сзади двое девчонок, спереди парнишка будет. С такой веселой компанией поедем сейчас в Павлодар. 200 метров поверните направо, а затем даже поверните направо. не покушать не успел, и в туалет сходить не успел. Сейчас нужно будет в туалет. А, машину заправил. Ну ладно, где-нибудь по дороге сейчас остановимся. Так, напротив центральной аптеки, сказали, мне написали. Ну ладно, все, к девчонкам я подъезжаю, ребят, уже. Вот так вот. Семьи, прощай. А затем поверните направо. Смотрите, не пугайтесь, не ДТП, ребят, не ДТП. Короче, потек антифриз, видать, он у меня уже давно вытек, потихоньку вытекал, и вот, короче, ехал, уже 120 километров от Симска выехал, доехал до кафешки, вот как раз вот кафешка, и у меня начала температура подниматься. Я думал, резко кондер выключил, температура опустилась, потом на обгон вышел, и обратно температура поднялась. Короче, хорошо, что кафешка была рядом. В кафешке остановился. И все, и смотрю, есть мокрит. Мокрило. Вот, я думал, попросил здесь антифриз. Маленько взял я, в расширительный бачок залил антифриз. И машина остудилась. Ну, то есть постоял минут 10, с пассажирами обратно сели. И вот так вот. Вот здесь на тенечек был как раз. Смотрите, какие руки, ребят. Вот здесь тенечек был как раз, все, поехал. Вот так вот и поехал в сторону Павлодара. И обратно температура поднялась. Обратно развернулся, приехал, открыл капот. Потом подумал то, что все-таки я крышку не открыл, саму железную крышку. Сейчас вам покажу. Думал, вдруг там остался воздух. Вот. Остался воздух. И капец, короче, ребят, я вообще уставший. Ничего не снимал. Вот она, вот эта вот крышка. Я-то здесь расширительный бачок заливал. Его нет, я уже его убрал. Вот, короче, крышку снял, как остудил. Отсюда вышел воздух. То есть под давлением было. И здесь вообще пусто. Сюда залил антифриз, он прям схавал его, и ничего не видно было. Потом до меня доперло то, что вообще у меня в системе нету жидкости. Там, и она потихоньку... И я, короче, думал, патрубки может. Смотрел, патрубки вроде нет. И не видно ничего. Бампер разобрал. Смотрел, воду заливаю, короче, сюда. Течет
Все понял, наверное, с радиатора. Ну, короче, всем к другу позвонил. Он мне сейчас купил радиатор и 10 литров антифриза отправил мне. Короче, тупанул, снял этот. Здесь кондиционер, радиатор кондиционера. Здесь капец давление давануло, когда я снимал. Надо было отсюда давление фреон выпустить и потом снимать. Либо без него никак не получалось. Я хотел сохранить фреон, но я его не смог бы вытащить, основной радиатор охлаждения. Радиатор охлаждения я не смог бы вытащить. Короче, разобрал, вот, ребят. Еле-еле разобрал, сейчас едет. Короче, и проверил. Сюда, короче, вот видите, баклажки. Воду здесь вот перекрыл я, вот этот патрубок и тот патрубок перекрыли. Сюда воду залил и, короче, и дунул. И вот с третьей трубки вот посередине отсюда вода бежала. Короче, точно радиатор, я успокоился сейчас. Сейчас радиатор заказали. Едет, сейчас радиатор ставлю и поеду. Вот такие вот дела. Вот радиатор, кондиционер. Вот кафешка. Час ночи, час 18. Не знаю, какой-то населенный пункт я подъехал до Павлодара 98 километров. До въезда Павлодара, до Казахойла я поставил 3 деления у меня бензина. Я поставил, то есть на Казахойл заправку на выезде Павлодара. Но по дороге увидел здесь Казахойл. Здесь остановился, видите, светло, ребят. Короче, залил воду, простую воду залил. Привезли мне этот, как его... Привезли мне... Я устал, честно, ребят, еду целый день уже. Радиатор. Короче, по-казахски получилось мне собрать. Разобрал, новый радиатор поставил. Когда собирал, 6 болтов лишних и одна пластмасска одна. Ну, защита я понял, откуда она. Вот, лишние остались. И я вот сейчас по дороге ехал, вспомнил, куда я болты еще не прикрутил. Там бампер на раму. Вот там кусочек пластмассы от бампера идет до рамы. Вот там вот 3 болта, еще 3 болта, я не знаю куда. 2 туда и 1 болт лишний у меня получился. Вот так вот, ребят, разобрал. Температура не поднимается, норм. Антифриз не стал заливать, ребят. Хотя купил я антифриз. Сейчас вам покажу. Здесь 98 километров осталось. 70, то место, где я сломался, 71 километр, ребят. Ай, блин, у меня что-то еще и голова начала болеть. Сейчас карточку возьму. Карточку и этот V-Life приложение бонус начислить. Весь грязный, чумазый. Короче, под машиной лежал, это все прикручивал, короче. Вот так вот. Вот такой вот влог, ребят, получился. Думаю, что в Павлодаре я не буду останавливаться, ребят. В Павлодаре я не буду останавливаться. Сразу в Астану поеду. Хует. Короче, вот он антифриз, ребят. Вот эта вот пластмасска лишняя оказалась. Не лишняя, я понял, откуда она. Вот так вот. Еще самое интересное сейчас расскажу. То, что я купил радиатор и антифриз. Нашел такси, короче, позвонил. Было написано, я на фото не посмотрел в индрайвере. И оказался, это мой друг, ребят. Прикиньте, вот со Астаны, который он людей, по делам в Семск ездил. Семска людей забрал и в Астану уехал. А я не Семск Павлодар смотрел, я Семск Астана смотрел, потому что Семск Павлодар уже мало машин было. Семск Астана машину посмотрел. Нашел, позвонил ему, друг друга не узнали мы, потому что я с другого номера позвонил, и он на индрайв другой номер свой поставил. И потом по голосу друг друга узнали, и все, и он с Семска забрал мой радиатор с антифризами и привез. Здрасте. Полный бак. Сейчас посмотрю, карточка с собой нет. Да, карточка с собой. Да. Ребят, заехал в город Павлодар. Решил все-таки здесь остановиться. Потому что у меня уже глаза... Я, короче, капец спать хочу, устал и чувствую небезопасно дальше ехать в Астану. И поэтому я созвонился, сейчас снял гостиницу. Блин, здесь не показывает. Ну, короче, еду вот по Тугису, до гостиницы осталось там 1,8 километров. Заехал в Павлодар. Останусь здесь, так уж и быть. С утра высплюсь, поеду на СТО, сделаю машинку и будем работать эти выходные в Павлодаре.
Вот так вот. Ребят, все спонтанно происходит. Вот. Вышел с гостиницы, ребят, ночью приехал в 2:30, либо к 3 приехал. К 3 приехал в Павлодар. Снял гостиницу за 7000 тенге. Ну, ехал по дороге, по Тугису снял. Блин, страшная гостиница такая. Ну, пришлось там переночевать. Утром встал, потом что-то пошел, позавтракал. Я обратно лег спать. Ну, устал, видимо, с дороги. До сих пор тело ломит. Такое чувство, как будто скоро заболею. Вот, и меня, я все в раздумьях. Остаться в Павлодаре, не остаться в Павлодаре, остаться. Уже квартиру нашел. 5-6 тысяч без стиральной машины, квартиры, короче. Улицу, говорит, Назарбаева перекрыли, горячей воды нету. В многих квартирах горячей воды нету. Нашел хорошую квартиру за 8 тысяч тенге со стиралкой. И ехал туда, по идее, ехал туда и по дороге решил. Чувство ломит меня, сейчас пойду сниму квартиру, помоюсь там, завтра утром проснусь, может быть, буду болеть, температура, я не знаю, и не смогу работать. Вот, не хочу рисковать, еще и на СТО не съездил, машину не показал. Здесь СТО искать надо. Не в состоянии, вот так голову поворачиваю, вот здесь все болит, короче, это, видимо, от кондера. Решил, короче, забил в этот навигатор, Астану. Вот сюда заправку забил. Все, короче, 450 километров до Астаны, до Байтерека. Вот. Все, еду. Короче, решил ехать. Сейчас позвоню этой женщине, которая квартиру забронила. Скажу, что извините, я не приеду. А Имаутова 40 адрес. Там, блин, да еще и посмотрел. Кстати, здесь в Павлодаре у меня машина подходит под тариф комфорт. Я посмотрел. И здесь также сетка бонусов, 55 заказов, как семей, но здесь доплата 5600 тенге за 55 заказов. Вот так вот. Самый хороший бонус в городе Усть-Каменогорск. Вот так вот в Павлодаре я даже не посмотрел толком. Через 300 метров поверните налево. Вот так вот. Еду домой. Все, всем спасибо. Вот такой вот влог получился. Не знаю, может там знать, как приеду, во сколько приеду. Сейчас время 16:28, 4 часа ехать. Ночью с 8 к 9, наверное, подъеду домой. Вот такие вот дела. Полицейский автобус 314 регион полиции написано. Даже не понять было. Я потом на номер посмотрел, синий, не понял. Короче, вот так. Я не знаю, какой влог получился, буду монтировать. Вот так вот. Ставим лайк, подписывайтесь на канал. В Павлодар еще я приеду. Отдельно Павлодар все-таки недалеко, осталось 400 километров и автобан. Наверное, как-нибудь на выходных в Павлодар приеду, ребята. Сейчас просто устал, хочу домой.